Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии гости, и я рада их представить. Итак, в нашей студии сегодня Татьяна Винокурова, организатор всероссийского конкурса «Моя профессия IT. Информационные технологии». Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Также в нашей студии сегодня Владислав Хабаров, директор Центра опережающей профессиональной подготовки Республики Саха-Якутия, оператор регионального конкурса «Моя профессия IT». Владислав, здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Говорить мы сегодня будем в ближайшие 40 минут о конкурсе всероссийском и республиканском «Моя профессия IT», о его финальном этапе, который пройдет в конце февраля и в начале марта. И, наверное, начать наш разговор я предлагаю о том, что это за конкурс, какова его история, какова его цель и кто его участники. Добрый день, уважаемые слушатели. Вообще конкурс «Моя профессия IT» в республике имеет богатую историю. С 2016 года, вот уже 9-й год, он проводится в нашем регионе. И более того, вот этот конкурс, который 9 лет назад зародился в республике, сейчас по нашим стандартам республиканским проводится по всей России. И мы, наверное, сегодня это тоже в разговоре об этом коснемся. Ну а про региональный конкурс «Моя профессия IT» финал у нас состоится с 28 февраля по 2 марта в квартале труда в городе Якутске. В этом году региональным оператором конкурса, то есть организатором республиканского этапа, назначена наша организация. Это Центр опережающей профессиональной подготовки. Мы с 2020 года созданы в республике. Скоро 5 лет будет, как мы уже работаем. Мы работаем в 3 направлениях. Это и аналитика рынка труда, какие профессии сейчас нужны и в будущем будут нужны региону. Это профориентация школьников, взрослых. Мы им рассказываем доступным языком, какие профессии сейчас и в будущем будут востребованы. Ну и обучение у нас тоже есть краткосрочным программам. Вот исходя из того, что мы занимаемся и профориентацией, и обучением краткосрочным программам, мы были выбраны в качестве регионального оператора. Потому что конкурс «Моя профессия IT» охватывает все районы нашей республики. Он проводится во всех муниципальных центрах нашей республики. И мы всех наших участников ждем в республике. Вот с осени, начиная с октября, у нас были проведены районные этапы, около 50 хакатонов по 2 категориям. Мы их делим на категорию А, это школьники, и категория Б, это вузы и наши колледжи, техникумы. Более 50 хакатонов. Самый масштабный из них прошел, конечно же, в городе Якутске. Там было 62 команды и около 150 участников. Ну а по всей республике 1500 школьников и студентов принимали участие в активностях конкурса «Моя профессия IT». Ну а что такое конкурс? Это хакатон. Ну, вот в конце февраля он будет длиться 3 дня, где за 3 дня команда студентов и школьников, состоящая из 3 человек, это менеджер, разработчик и дизайнер, должны за 3 дня сделать продукт и представить на суд наших экспертов. А задания будут конкретно из предприятий и работодателей, которые нуждаются в IT-продуктах. И задача вот за 3 дня, день, ночь и все эти 3 дня, они должны разработать какой-то продукт, который заинтересует наших заказчиков. Почему такие прямо вот сроки сжатые, что им придется даже ночью работать? Да, ну вот вообще он отдельный вообще. Ну, есть же виды спорта разные, да, как и в спортивных дисциплинах, это отдельная вообще дисциплина, как хакатон, где ты должен вот в очень ограниченном временном ресурсе сделать какой-то продукт. Потому что жизнь и сама она очень скоротечная, технологии очень быстро меняются, и надо сделать так, чтобы команда, собравшаяся из 3 человек, должна будет в краткие сроки представить, а потом еще и продать этот продукт заказчикам. Вот такая у них будет интересная задача. Я пошла гуглить слово «хакатон». Кстати, я могу сказать, как оно переводится. Это называется марафон разработчиков, в котором уже за определенный промежуток времени они уже разрабатывают продукт.
Ну, то, что уже сказали. Когда вот общаешься с людьми, вот IT, да, технологий, очень много таких слов непонятных обычным, да, обывателям, таких очень профессиональных слов, поэтому вы, пожалуйста, поясняйте, переводите на понятный язык. Владислав, вы сказали, что ваш центр опережающей профессиональной подготовки, он занимается не только школьниками и студентами, но и взрослыми людьми. Да. То есть вы помогаете и взрослым людям без ограничения, да, возрастных овладеть какой-то вот такой современной профессией. Да. Ну, уже сейчас все люди, наверное, да и по всей стране уже понимают, что технологии очень быстро меняются, мир меняется. И для того, чтобы быть востребованным на рынке труда, надо каждый день учиться. Вот когда мы только начинали еще заявок на профориентацию взрослых было мало, а сейчас уже прям люди хотят и предприятиями хотят посмотреть, какие профессии сейчас есть, как мир быстро меняется, какие-то профессии вымирают, какие-то новые появляются. А расскажите, какие вымирают, какие уже становятся неактуальными. Ну так вот, пару-тройку. Вот просто на примере, допустим, вот онлайн-банковских технологиях, да, банковские онлайн-продукты появились, и очень много специалистов и профессий из-за этого вымерли. Да, вот, допустим, онлайн-банк, Сбербанковский, да, вот, который, наверное, у большинства населения есть, вот он же каких-то специалистов, просто те люди, которые занимались работой вот, очно, да, и принимали людей, вот эти функции просто перешли сейчас вот на онлайн-платформу. И таких случаев и примеров очень много. Поэтому об этом надо рассказывать, это надо прогнозировать и планово готовить специалистов для этого. Ну, я думаю, что к этой теме мы вернемся еще, да, потому что мне она интересна в силу моего возраста. Вот, но у нас основная цель сегодняшнего нашего эфира — это рассказать про конкурс «Моя профессия IT», да, и, Татьяна, вы организатор всероссийского конкурса «Моя профессия IT», но начался все-таки всероссийский с республиканского, да? Да, он начался с республики. Сам конкурс на самом деле проводился до 2016 года, но там у него уже не было наименований. И уже с 2016 года уже начались проводиться все этапы, начиная вот с республиканский, муниципальный, скажем так, а вот уже, скажем так, 2 года мы уже являемся всероссийским. В первом нашем пилотном запуске нас поддержал Мишустин, скажем так, сказал: вот вам идите на всерос, помогайте, развивайте уже всю экосистему, которая у вас есть уже по всей России. И сейчас конкурс уже проводится 2-й год, и у нас сейчас 15 регионов принимает участие, скажем так, и из 15 регионов уже соберутся самые сильные команды, самые заряженные, скажем так, и самые инициативные, которые пойдут защищать уже свой регион, скажем так, какой регион будет более профессиональным, скажем, в компетенции IT-технологий, и они уже будут соревноваться на большой площадке, финал которого состоится в марте, в конце марта, в городе уже Нижний Новгород. А как вы так, находясь в Якутске, курируете, получается, другие города? Ну, мы, получается, некоторые мы уже едем сами, то есть именно есть те регионы, которые принимают участие не в первый год, допустим, это Калининград, допустим, Кемерово, они уже проводят уже несколько лет, ну, то есть, 2-й год, скажем так, да, уже. И есть те регионы, которые присоединились, скажем так, недавно. Вот. И они, получается, не понимают, как надо проводить конкурс, что надо делать, как надо делать, и мы сами уже организовываем выездную команду и уже сами выезжаем и на месте их обучаем. И также есть еще и дистанционное сопровождение, ну и, соответственно, у нас есть еще и летние образовательные программы, в которых мы собираем регионы, заявки, и, соответственно, уже там их на месте тоже обучаем. А с чего это все началось? Как этот конкурс до такой степени разросся, что вот вышел на всю Россию, начиная с нашей республики? И как это все действительно началось и проходит, как правильно его проводить? Ну, конкурс уже показал уже свою результативность в республике, уже за 9 лет проведения. И стоять, скажем так, в одном месте, это будет уже, скажем так, растраты, скажем, да, так грубо. Имеется в виду то, что если мы можем охватывать не только один регион, а можем охватить и несколько, и также делать и, скажем, делать их мир лучше, развивать их компетенции, навыки, то почему бы не попробовать? Вот мы решились, получили поддержку и уже вот так проводим. Давайте поговорим об участниках, да, конкурса и что они приобретают, вот, участвуя в завершающем этапе этого конкурса. Какой итог?
Если имеется в виду на самом финальном конкурсе, то они поборются за призовой фонд и, соответственно, за стажировки в ведущих IT-компаниях и, соответственно, уже за, скажем так, конкурентность на рынке труда. Они могут показать уже своим будущим работодателям, скажем так, как они могут решать те или иные задачи и как они могут к ним пойти. И, соответственно, даже некоторые кейсовые решения, которые они сделают, то есть решать задание, да, то кейсодатель, грубо говоря, может взять их разработку и взять, допустим, ту команду, которая над этим разрабатывала. И денег им заплатить. А призы вообще хорошие, такие мотивирующие или такие символические? Но они мотивирующие, я бы сказала. Суммы не называете? Это пока нет. Такая интрига, да? Да. А давайте на примере, например, какого-то участника, да, или какой-то команды расскажем, вот кто в ней участвовал, из каких учебных заведений, как это все проходило, чтобы это было, более понятно. Угу. Ну, как я уже говорил, он проводится в разных форматах по всем районам нашей республики. Вообще надо сказать, что конкурс «Моя профессия IT», он очень сильно поддержан правительством нашей республики, а впоследствии поддержан правительством страны в лице Михаила Владимировича Мишустина. У нас в республике есть оргкомитет под председательством Анатолия Склоновича Семенова, это зампред нашего правительства. Он один из основателей этого конкурса 2016 года. Ну и сейчас лично постоянно включается в вопросы организации этого конкурса. Вот недавно в выходные, в субботу мы встречались и обсуждали вообще, как он пройдет. Действительно, есть у нас и истории успеха из участников МПИТа. Допустим, сейчас с нами работает компания SmartTom. Это IT-компания, которая занимается разработкой различных продуктов IT. Все ребята вышли из конкурса «Моя профессия IT», и мы когда-то разговаривали с директором этой компании, он говорит, что вот если участник из конкурса «Моя профессия IT», это как знак качества. То есть он работал, еще раз скажу, в сжатых временных ресурсах, он умеет презентовать продукт, но это человек, который прошел этапы такого конкурса, как «Моя профессия IT». Ну и по всей стране сейчас, почему вот конкурс поддержан, по всей стране сейчас большая нехватка кадров в различных отраслях, и одним из них вот является IT, да, вот IT-отрасль, она поддержана по всей стране. Вы знаете, какие там есть преференции для айтишников, да, и как сейчас страна обращает внимание на подготовку IT-кадров. И для этого вот в том числе поддержан конкурс «Моя профессия IT», и он сейчас входит в перечень всероссийских олимпиад и конкурсов Минпросвещения Российской Федерации. То есть он поддержан на самом высоком уровне. И для наших школьников, кстати, там есть очень интересный момент. Всегда говорят, вот школьники категория А и категория Б, мы еще их делим потом на высшую и первую лигу. И иногда продукты школьников бывают ничуть не хуже, а иногда и лучше, чем у студентов. То есть у тех, кто учится в технологических, в IT-вузах и колледжах. То есть наши школьники очень сильно развиваются, в том числе проводя свободное время в IT-сообществе. И одним из целей конкурса как раз «Моя профессия IT» — это познакомить и создать IT-сообщество, которое будет друг с другом общаться, развиваться вместе. Поэтому мы в квартале труда в конце февраля около 300 айтишников, людей, которые связывают себя с отраслью IT, соберем всех вместе. 3 дня они будут там работать, кушать, вместе общаться. И мне кажется, это вот именно общение, знакомство друг с другом и участников, и экспертов — это одно из важных задач данного конкурса. То есть на 3 дня они вообще выходят из реальной такой жизни, погружаются полностью в процесс, и спят, и едят, там вообще не выходят. Ну и главное то, что мы их одних не оставляем. Будут прикреплены к каждой команде эксперты, это люди, уже работающие в IT-компаниях. К каждой компании будут привязаны трекеры, это люди, которые учатся или там призеры, победители различных конкурсов «Моя профессия IT», которые были в прошлые годы. Все они будут сопровождать, делиться знаниями вот в неформальной обстановке, чтобы их IT-продукт был конкурентоспособным. А почему нельзя, допустим, там с утра до вечера, вечером пойти домой, поспать, обратно прийти? Не, почему? Это на выбор команды. Конечно, они могут вечером пойти, но бывает так, что они прям до ночи остаются, а были случаи, когда они ночевали на местах проведения соревнований. Такое было. Конкурсов, да. Потому что это же на усмотрение команды. Они могут пойти в обед, просто пойти домой, но
ответственность, потому что они работают в команде. Это не личное первенство. Каждый ответственен за результат конечный, поэтому они все остаются заряженные, и это просто увлекает, когда смотришь на такие конкурсы. Вы сказали, что участвуют студенты, которые уже выбрали своей профессии, да, IT-технологии. А бывает ли такое, что в конкурсе хотят принять участие студенты из других учебных заведений, которые не связаны с IT-технологией? И можно ли им тогда попробовать себя, или вы им откажете? Конечно, они могут, потому что, ну, как сказать, команду формируют сами участники. То есть, еще раз скажу, что 3 роли. Это менеджер, человек, который продает в конечном итоге продукт, да? Разработчик, это который делает механику этого продукта, и дизайнер, это который делает красивую картинку. Ну, если на примере разработки, например, сайта, вот допустим, по заказу одной компании, сделать надо им сайт корпоративный. Разработчик сделает сайт, напишет коды, чтобы сайт этот работал. Дизайнер сделает красивую картинку, чтобы люди туда смогли зайти, посмотреть, как все это красиво. А менеджер потом уже представит этот результат и сможет продать его непосредственно заказчику. Как и в жизни. В жизни не надо не только разработать продукт, но и сделать его красивую обертку, и потом его продать заказчику. Вот ровно как в жизни, так и создан этот хакатон, просто он очень быстрый. И получается, что и менеджер, и разработчик, и дизайнер, они могут быть каждый вот в этих 3 ролях, да? То есть менеджер может быть и разработчиком, да, и дизайнером, они все должны, вот эти вот 3 ипостаси, они должны все это уметь. Ну, это зависит уже от навыков самих участников. Это может быть просто оставаться дизайнером. А кто-то, допустим, менеджер может быть и по совместительству и разработчиком, а разработчик может быть и менеджером. То есть это уже зависит от компетенции самих участников. То есть что у них более развито, а что они хотят больше прокачать, скажем так. Ну и бывали случаи, когда и из не IT-вузов, да, вот до как раз разговора мы это обсуждали, и не от IT-вузов бывают, собираются люди и участвуют в командах. Потому что, еще раз, вообще даже и в мировой истории, если посмотреть, крутые IT-продукты, некоторые же были собраны и разработаны в гаражах, где просто сидели друзья, думали в формате мозгового штурма и какие-то IT-продукты выпускали, которые потом получали мировую известность. Также и хакатоны. 3 друга, команда, которая должна за 3 дня сделать хороший IT-продукт. Но они могут уже прийти готовой командой, да, поскольку они учатся в этих уже учебных заведениях, которые этим занимаются. Они могут там сгруппироваться, да, и прийти уже готовым составом. Конечно, сам формат отбора у нас проходит в муниципальных районах и в ЛУСах. Допустим, в Мегино-Кангаласском районе, да, на базе IT-центра Нижний Бестях прошел этот конкурс, где пришли участвовать команды школ, команды друзей, и вот эти победители, получившие право на участие в финале, они будут как раз принимать участие в хакатоне в квартале труда в конце февраля. А вот если они там уже победят, тогда уже следующий этап, они выходят на всероссийский конкурс, да? И участвуют. Там уже уезжают тогда, да? Да, уезжают, получается, в Новгород, да? В Нижний Новгород. В Нижний Новгород, чтобы уже представлять республику на всероссийском конкурсе. То есть это будет только одна команда, да, которая выиграет? Да, ну это будут 3 команды школьников и 2 команды студентов. Ну тогда много человек. Да, много человек. И вот это все они могут быть первыми, и все они могут потом уехать. Потому что в формате для школьников дается 3 задания, 3 кейса, да, на языке айтишников, 3 задания, и получается 3 победителя, которые сделают лучше всех эти задания. А для студентов там 2 задания от предприятий, и те, которые лучше всех выполнят, получат высокую оценку, получат право представлять республику на всероссийском. Очень интересно. Получается, на этом конкурсе вы находите предприятия, которые хотят, да, для себя вот такую вот услугу, получить такую красивую картинку, да, хороший сайт качественный, и уже как будто бы даже знакомите заказчика и изготовителя. Да, эта работа уже ведется давно, у нас уже есть сформированные 5 заданий. Это, для школьников и студентов это будет сюрприз, они увидят его непосредственно на местах соревнований.
конкурса, где в формате жеребьевки им выпадут какое-то задание. У нас есть и федеральные партнеры, например, Кибердом, это ведущая компания в сфере кибербезопасности. Они приходят и представляют свое задание для наших школьников и студентов. Продолжим буквально через короткие 4 минуты. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем. Сегодня в нашей студии гости Татьяна Винокурова, Владислав Хабаров, и мы говорим о конкурсе «Моя профессия IT», который проходит уже 9-й год, и начался он в нашей республике, и так разросся по всей России, что теперь это не только республиканский конкурс, но и всероссийский. Последний этап конкурса пройдет в конце февраля, начале марта. Конкурс сам построен таким образом, что есть предприятия, которые подали заявку на хороший дизайн для себя, на хороший сайт, и есть участники этого конкурса, это школьники, это студенты профильных вузов, да, средних обучающих, да, и высших заведений. И учащиеся и студенты собираются в команды по 3 человека, работают 3 дня и выполняют таким образом заказ тех предприятий, которые заявили о том, что им нужно. И я думаю, что стоит назвать эти предприятия, потому что люди уже, получается, дали такой аванс доверия участникам. И, наверное, стоит их назвать и еще подробнее рассказать о том, что ждет участников и как пройдет завершающий этап. Там есть день открытых дверей и, конечно же, пригласить всех тех, кому эта тема интересна. Продолжим. Да. Ну вот в городе Якутске с 28 февраля по 2 марта в здании Квартала труда состоится главное событие в сфере IT для школьников и студентов. То событие, которое все ждут, это финал республиканского конкурса «Моя профессия IT». Да, действительно, одним из главных участников для нас являются предприятия, потому что мы хотим конкурс «Хакатон», он всегда был приближен к реальным производственным задачам, которые они будут впоследствии решать на местах. И действительно, у нас сейчас есть 5 кейсов, 5 заданий, которые будут решать в ходе 3 дней наши студенты. Тут есть задания от Фонда развития инноваций нашей республики, есть задания в сфере туризма, есть которые производственные задачи именно в сфере туризма, есть задача в сфере патриотики, которая сейчас очень важна. Ну и вот, как я уже сказал, федеральный партнер Кибердом, это наш партнер, и он по всей стране проводит работы по кибербезопасности. Они специально приедут с Москвы и будут делать задания именно в сфере кибербеза. Вот такие задания ждут наших школьников, ну и студентов. Ну, с 2024 года у нас есть некоторые нововведения, которые я бы хотел рассказать в республиканском конкурсе. Ну, во-первых, хакатон — это 3-дневное мероприятие, когда школьники и студенты сидят, работают на своих ноутбуках, компьютерах, представляют свои несколько питчей, когда они рассказывают про свои проекты, делятся друг с другом. Это очень увлекательное для самих айтишников событие, да. Но с этого года мы хотим сделать его, чтобы он был интересен не только для самих участников, но и привлечь наших школьников города Якутска, студентов, чтобы они могли посетить этот хакатон и посмотреть, что он из себя представляет. Для этого мы 1 марта объявили, ну так можно сказать, день открытых дверей, да, чтобы каждый школьник, студент или с родителями мог посетить и действительно посмотреть, какие IT-технологии сейчас есть, какие IT-профессии востребованы. Но так как в рамках хакатона про это же не будут рассказывать, поэтому будут специальные активности от наших партнеров, от тех IT-компаний, которые работают в нашей республике, и от IT-колледжей и наших вузов. Допустим, там колледж связи и информационных технологий «Флагман» в сфере IT. В Покровске есть колледж цифровых технологий «Айтын». Они покажут школьникам мастер-классы, активности для того, чтобы они поняли вообще, что такое IT и как можно с ним связать свою будущую жизнь. Также наши партнеры — это Сенет Парк, Школа 21, Сбербанковская, вот, частные образовательные организации, также, которые есть в сфере IT, они также готовы представить свои активности и мастер-классы для того, чтобы школьникам это было интересно.
Второе нововведение — это цифровая платформа. То есть сейчас разработан сайт, да, «Моей профессии IT», цифровая платформа, где каждый школьник и студент имеет возможность сформировать свою команду, познакомиться друг с другом. В общем, мы IT-сообщество также сделали виртуальным. То есть каждый из тех, кто принимает участие в хакатонах, а их больше 10 тысяч по всей республике, они могут зайти, сформировать свою команду не только из числа тех, кого он знает, но и в том числе познакомиться через этот сайт с другим, сформировать свою команду и принимать участие в хакатонах. Каждый хакатон, который пройдет со следующего учебного года, 25-го, да, он будет зарегистрирован на цифровой платформе, также, чтобы мы имели цифровой след, мы могли отслеживать наших выпускников, где они сейчас работают, насколько помог им конкурс, и также, чтобы они делились своим опытом и знаниями с будущими участниками этих конкурсов. Вы сказали, что в конкурсе 300 человек, да, принимают участие, и среди них не только студенты, да, но и школьники, то есть уже те школьники, которые выбрали эту профессию. У них, получается, знаний же не столько много, как у студентов. Да. Но они уже как будто бы, получается, понимают, что они пойдут в этом направлении. Да. Это школьники, которые выиграли, во-первых, свои районные этапы, это уже победители своих районных этапов, и у них есть опыт уже разработки цифровых продуктов уже в своем УЛУСе. Они представили, выиграли у своих сверстников, и теперь они представляют свой УЛУС на республиканском этапе. То есть они уже определились, но есть и те школьники, которых вы ждете, которые, может быть, да, еще только-только думают, стоит ли идти в эту сферу или нет. И наверняка, если они придут, да, на этот конкурс, то, скорее всего, вы сможете их увлечь. У них будет, скажем так, для них именно профориентация, то есть интересно ли им вообще в целом программирование, нравится ли им это, нравится ли им заниматься дизайном или, конечно, защищать свой продукт или вообще в целом его продавать. А, например, если студенты из других учебных заведений, которые не связаны с IT-технологиями, захотят поучаствовать в таком конкурсе, да, набраться опыта, то им это только в плюс, да, потому что они смогут тогда, например, продвигать свое дело уже самостоятельно, да, заявляя о себе в виртуальном пространстве. Да, конечно. Может быть, какие-то у вас истории интересные есть? Мы не будем называть ни имена, ни фамилии. Имеется в виду, у нас в студенческом этапе, скажем так, в прошлом республиканском финале, который был, допустим, у нас есть смешанные команды. То есть люди из СПО вузов могут объединиться в одну команду. То есть нет именно того, чтобы именно вот с этого вуза все должны быть. И вот таким образом получается смешанная команда, кто-то с какого-то вуза разработчик, кто-то с одного и так далее. И у нас была такая ситуация, что разработчики, они из разных, получается, учебных заведений, а менеджер, допустим, учился на медицинском факультете. До сих пор, кстати, учится. И он, конечно, защищал свой уже продукт, проект уже перед жюри и кисседателями. Интересно, я все думаю, в общем-то, любому предприятию, да, как будто бы и стоит обратиться к такому профессионалу, да, к такой команде, потому что, сейчас же очень важно, да, показать свой товар лицом в виртуальном пространстве, сделать хороший сайт для себя, да, хорошую какую-то дизайнерскую такую картинку. И, конечно, лучше, если это будут делать специалисты, которые уже себя как-то зарекомендовали. Наверное, это каждому предприятию. Да, для предприятия это, конечно, плюс, потому что 60 команд, да, лучших в своем районе принимают участие на республиканском финале. И они, получается, в конкуренции выбирают лучший продукт. Предприятие, которое сделало заказ, оно, получается, через 3 дня получит конечный продукт, который выиграл конкуренцию, как аукцион. То есть, если ты дал свое задание, не обязательно это сайт, это может быть и мобильное приложение, а сейчас очень много геймдефа, геймификации, то есть геймификации процессов. У тебя есть предприятие, сотрудники, они работают, да, как можно сделать с помощью IT-продуктов какие-то игровые премирования, какие-то стимулирования своих сотрудников, в том числе через введение какого-то IT-продукта, сайта или приложения. Таких заказов очень много. Причем у нас есть конкурс «Моя профессия IT». Вообще он, тут всегда об этом спрашивают, он проходит через спонсорские средства. То есть его поддерживают именно предприятия. Предприятия дают свои средства, чтобы этот конкурс проводился из года в год. И у нас есть очень много спонсоров, которые поддерживают деньгами проведение таких республиканских конкурсов. Например, компания Утум Плюс,
компания Алмаза Набара, целевой фонд будущих поколений. Вот, и такой список очень большой, который вот именно своими средствами поддерживает проведение таких конкурсов. И Ростелеком, РСИД, именно IT-компании и даже промышленные компании, которые заинтересованы в подготовке IT-специалистов. Значит, им нужны такие специалисты, значит, они все-таки хотят держать руку на пульсе, да, отслеживать, и да, даже вот какому-то предпринимателю, да, который только-только начинает, ему может быть, ну, свое дело, да, и может быть у него еще нет там супер предприятия, но ему нужно о себе заявить, конечно, лучше обратиться к профессионалам, которые смогут его вот, ну, так красиво продать, да. А, кстати, дорого ли это? Вот услуги таких специалистов, тем более, если работает команда. По карману ли, например, это не предприятию, а человеку, который только-только в мир предпринимательства смотрит в эту сторону? На самом деле это все уже зависит от компетенций, навыков, которые есть уже у самой команды, скажем так. Кто-то может взять дешевле, кто-то может взять дороже, скажем, да. Примерно все так и работает. Они сами свои цены, то есть нет каких-то определенных от и до? Ну да, то есть кто-то может назвать, допустим, сумму, грубо говоря, скажем так, 100 тысяч, да, одна команда, другая скажет 500. Вот. Ну, то есть в зависимости уже от компетенции самой команды. И как уже сам, грубо говоря, вот заказчик, да, вот человек, который хочет заказать продукт, видит, допустим, я хочу мобильное приложение будет дороже, я хочу сайт будет дешевле, ну, скажем так, вот так. То есть в зависимости от того, что хочет именно человек заказать, то и будет стоить по-разному. То есть сайт дешевле, мобильное приложение дороже, скажем. Ну, я вообще чистый лист, вот, допустим, если что-то стало бы, да, там, заказывать или смотреть, мне нужно было вот все показать, как это работает, то есть вот полностью, да, на простом абсолютно языке объяснить. Часто ли такие встречаются люди, которые не понимают, что лучше, как правильно выбрать, и насколько вот может команда дизайнеров, да, разработчиков сесть и спокойно все объяснить, или нужен еще какой-то другой человек, который будет вступать в такие коммуникации, потому что, говорят, айтишники не очень любят общаться. Ну, насчет общения это вообще очень спорный момент. Есть те, которые, да, закрыты, некоторые не хотят, но чаще всего их называют разработчиками, ну, потому что они постоянно сидят, грубо говоря, за одним местом, постоянно работают. Ну, либо дизайнеры, или менеджеры, они более активные. Но это зависит на самом деле уже от типа человека, так что можно сказать, что это просто такие немыслимые вещи. Татьяна, а вы больше, наверное, менеджер по типу. Да. Потому что вы разговорчивая, общительная. Да. А как вы в эту сферу пришли и какие ваши успехи здесь? Кроме того, что вы организатор. Ну, имеется в виду, я-то свой путь начинала изначально как участник конкурса. Я тоже... Серьезно? Да, я начала как участник, я начала изучать конкурс на первом году уже обучения. Мне там куратор сказал, есть такой конкурс. Это был уже другой конкурс, но он тоже идет по такой же методике проведения. Вот, я там поучаствовала, каким-то образом получили призовое место, я такая, хорошо, деньги получила. Потом уже это начало чуть более интересоваться, потому что у нас там уже зародился какой-то дух соперничества, скажем так. Потому что я узнала, ну, после первого участия я смогла найти много себе знакомых, друзей. Далее мы уже принимали участие с ними, боролись с ними. Даже некоторые специально выбирали те или иные кейсовые задания, чтобы побороться, кто возьмет из них первое место даже. Вот, примерно так и участвовали. Потом у меня команда уже расформировалась, но мы уже 3 года подряд вместе участвовали. Вот, им это чуть-чуть наскучило, скажем так, и они начали двигаться больше уже по своей деятельности. А потом я стала уже экспертом по менеджменту, потом снова и снова. Вы наработали еще в себе такие, да, лидерские качества? Ну да, можно так сказать. Потом уже я стала организатором. Вот первый всерос проводили, сейчас вот второй проводим, скажем так. Примерно такой простой путь был. Прибыльная, да, вот эта сфера IT, то есть ты можешь, в общем-то, заниматься где-то даже и в другой сфере, да, параллельно вот делать, например, какую-то такую работу и получать хорошие деньги, ну, то, что вы назвали, суммы внушительные. Ну, имеется в виду, если они работают по заказам, то да, если это большая, хорошая компания, скажем так, студия разработки, то да, они могут получать очень много. Потому что, допустим, один разработчик может взять только 1-2 проекта. Дизайнер может взять себе несколько, да, менеджер просто их курирует, да. И либо же, но они получают зарплату, скажем так, заработную плату, скажем так, не месячной,
а именно вот за, допустим, объем работы. Им сперва заплатили, допустим, предоплату, потом уже в конце сдают проект и получают остаток. Ну, наверное, как эта сумма делится по степени сложности. Все-таки кто-то здесь большую работу выполняет. Это, наверное, разработчик. Да. Спасибо, Владислав. А вы как пришли в эту сферу и как вам ваша занимаемая должность? Ну, я руководителем образовательной организации ЦОПа работаю с 2020 года. Ну вот с этого года мы региональный оператор конкурса «Моя профессия IT», но на самом деле в организацию конкурса «Моя профессия IT» я пришел давно. Еще в 2018 году я был директором как раз IT-колледжа в Покровске городе, и мы первыми начали проводить такие муниципальные хакатоны внутри города Покровска, и вовлекать в этот конкурс Хангаласский район. Ну и я был там одним из организаторов, мне этот конкурс очень понравился. Да, почему? Да? Потому что профориентацией мы занимаемся давно, школьников, и всегда на встрече по профориентации родители и школьники задают один и тот же вопрос, вообще какая сфера будет в будущем востребована для республики. Понятно, что промышленность всегда в республике будет, она будет развиваться, она будет высокодоходной, и к чему мы вообще все стремимся, чтобы у каждого жителя нашей республики был высокий доход, да? Понятно, что промышленность, она будет востребована, но вот сейчас есть направление IT и креативной экономики, которая тоже является очень высокодоходной. И почему она подходит жителям нашей республики? Потому что здесь нет ограничений по месту жительства. Вот в сфере IT, почему она мне нравится, у нее нет вообще ограничений по месту жительства. Ты живешь в Москве, в Казани или живешь в городе Якутске, у тебя есть интернет, у тебя есть железо, компьютер, ноутбук, и ты можешь свои IT-продукты делать и быть конкурентоспособным по всему миру. Да и у нас примеры таких компаний очень много, которые вышли из нашей республики, из очень холодной нашей республики, и стали известны по всему миру. Поэтому для того, чтобы эти IT-специалисты у нас выходили, чтобы доход населения был высокий, и по компании якутские развивались, нам нужно сделать воронку для школьников и студентов. И как раз вот этим воронкой, пылесосом является конкурс «Моя профессия IT». Мы очень заинтересованы, и правительство нашей республики, и предприятия, чтобы конкурс постоянно развивался, чтобы улусы туда вовлекались, и в Арктике, там, и в центральных районах постоянно проводились эти конкурсы. Поэтому я пользуюсь случаем, жителей и гостей столицы зову 1 марта посмотреть конкурс «Моя профессия IT». Если ваш школьник, ребенок еще не выбрал свою отрасль, показать IT-отрасль, потому что я всегда школьникам говорю, единственный навык, который вам всегда будет востребован и нужен, это какой-то IT-навык. Поэтому учитесь IT, развивайтесь вместе с нами. Даже если вы будете где-то заниматься Даже если вы будете совершенно профессией, другой отрасли, знания IT вам никогда не помешают. Тогда еще раз, это 1 марта, да? Да, с 28 февраля сам конкурс начнется, а 1 марта день открытых дверей. Во сколько и где еще, скажите? С утра прям двери будут открыты квартала труда, можно прийти, посетить наши мероприятия. Спасибо большое за сегодняшний разговор. Я думаю, кому-то он точно был полезен. Слушателей и зрителей благодарю за ваше внимание и всем хорошего вечера. Спасибо.